Алейкум. Приветствуем вас на нашем выезде. Приехали мы в неизвестные леса. Буксовали здесь малость. Пришлось вернуться обратно. Вот. Грязи набрали малость тут на колесах. Ну ничего, нормально проскочили. Как говорится, машина зверь, водила ас. О, вон Тейлер, резина, да? Вот. Сейчас будем ходить, бродить, искать, кто что потерял. Окей, остаемся. Нашли мы тут малость места покопать. Вот поляна сзади. Будем сейчас ее обрабатывать, смотреть, может что-то да будет. Знаем по истории, что здесь в 1700-х, по-моему, годах немцы с австряками воевали с Генрихом, или Генрих напал вроде. Ну, что-то из истории было такое, я читал. И австрийцы потерпели поражение, хоть как бы не было печально для моих комрадов с Австрии. Мы вас оторвали, ребята. Вы получили по заслугам. Нечего ссуваться в нашу Францию. Вот. И вот мы решили приехать сюда и глянуть. Может, что-то да у нас осталось. А вот наш комрад сзади копает. Он. И сейчас будем смотреть. Как я показал только что на видео, земля здесь влажная, грязь. На машине не смогли мы подъехать. Но ничего страшного, недалеко нужно было добираться. Добрались потихонечку. Вот такие дела. Ну что, продолжаем. Будем смотреть, что нам выпадет. У меня первое свидетельство мордобоя. Может быть охоты, может быть войны, не знаю. Вот. Вот такая вот гильза. Здесь. Тут у меня тоже сигнальчик, тот же самый вроде. Тоже гильза, видать, выпала. Вот здесь был у меня сигнал. Может быть тот же. Не знаю. Нет, это от него. Окей, раз это тот же сигнал, мы можем искать далее. Остаемся. Тут на поляне у меня сигнал был. Вот такая находочка выпала. Мне неизвестная. Вроде штучка старая, но от чего? Что это могло быть? Не знаю. Тут паяли. Видно. И чуть-чуть лопатой ее покоцал. А так вот полянка. Что, продолжаем, смотрим. Что-то сигнала здесь нет. Вроде надо будет позицию менять. Делать тут нечего. Видимо. На сигнальчик я тормознулся здесь. Я хочу рассказать вам, что с нами только что произошло. Короче, это у нас тут мост идет. За мостом мы одно поле такое нашли. Вот точно такое же поле. Большое, хорошее поле. И возле этого поля такая полянка была. Мы подъехали туда, как раз там
Мужики лес рубили, подъехали, попросили разрешение покопать на поляне. Говорит, проблем нету, копайте. Ну, спрашиваем, а это поле чье? Там прямо рядом поле было. Чье это поле? И хозяин, он говорит, вот за мостом, за вот этим мостом, вот у нас мост, но с другой стороны, то, что я вам показывал, мост, там хозяин живет. И, короче, приехали мы сюда. И вот, видите, сзади меня вон дом. Подъезжаем к нему, спрашиваем. А в сигнале выходит женщина. Я спрашиваю, поле, чье? Которое поле? Говорит. Я говорю, вот прямо перед вами и сзади вон поле. Прямо передо мной поле, он чуть дальше, дом, туда обращайтесь. Говорит. А что вы спрашиваете? Ну, хотели мы так пройтись по полю, посмотреть. Не, вот туда подъезжайте. А то поле что, говорю? А я не знаю, не мое, короче. Ну, приезжаем мы уже к дому, где он? Там, этот дом. Спрашиваем разрешение. А мужик такой удивленный, а что вы ищете? Я говорю, клад ищу, короче. А серьезно? Ну да, говорю, серьезно, я клад ищу, короче, надо мне тут пройтись по полю. Можно, говорит? А ты мне скажешь, если найдешь? Я говорю, скажу, короче. Если хотите, я могу с вами вот бумагу подписать. Показываем бумагу. Типа правила нашего содружества, так скажем. Правила, да, как это, копа. Ну, разрешение, то, если найдешь клад, то это все, короче. Он говорит, прочитал, говорит, не надо, копайте так. А я говорю, а это поле за мостом, это ваше? Говорю, это поле моего брата. Он чуть далее, говорит, живет. Ну, там женщина, говорю я, выходила, она говорит, обращайтесь к нему. Да это ее, это поле, говорит. К ней надо было. Ну, ничего, короче, копайте. Вот так нас это баба кинула. Вот. Ну и что, сейчас показываю вам, что я нашел. У меня находочка здесь. Вот. Какая-то монетка. Не какая-то, а монетка. Ну и куда ты упала, гадюка? Е такая. Чё тебе на руках не держится-то? В руках, на руках, от рук. Ну и где она? Падла. А? Видите ее? А, вижу. Вижу. Ребром стала. Вот она. Вот она. Монетка. Да. Похоже на дубль турнуа 1600 какого-то года. Да. Вот. Монетосик. Окей, едем далее. Наверное, я заеду к старику. Подарю ему эту монету. Хотя он говорит, не надо. Монет не надо. Клад будет, скажите. Я, видать, подарю ему все-таки. Окей. Едем далее. Ищем. Так. С подозрением на монетку тормознулся я. Сигнал был такой. Но не знаю. Может монета. А может и нет. А нет, монета. А не монета. Не. Это не монета, это талончик. Bon pour commerce. Да. Это как бы в старину талончики были вот такие во Франции. Эти наверху печаток остался. И сигнал такой был
на черный металл вроде. Не ахти, сигнал был. Вот. Ну ничего, берем. Продолжаем. Только начали. Это сигнал и монетка, которыми я доволен. Так. А что у нас тут выпало? А я что знаю, что ли? Так я же не знаю, что нам выпало. Ну что тогда выпало? Состояние тоже вроде нормальное, хорошее. Что-то на этом поле. Ну, короче, видно будет сейчас. Во. Нарисовался силуэт. Нарисовался. Вот такой точно у меня нету. Такой монетки у меня нету. Вот она. Она. Монетка. Окей, едем далее. Здесь выглядывает. Будем сейчас брать. Смотреть, что это. А это бутылочка была. А пищала-то как монета. Зараза. Ен такая. Облом мне сделала эта бутылка. Чего извинять, раз денег нет. Продолжаем копаться. В машине. И уже заканчиваем, идем. У меня снова монетка. Вот. Уже. Когда начинаю выходить с поля, начинают и монеты падать. Не знаю. Так у меня постоянно что-то. Сейчас не могу определить, что это такое. Не видно. Что я заметил, на этом поле состояние монет хорошее. Ну, они черные бывают. Не знаю почему, но они черные. Вот. Окей. До монеты, то есть до машины там 50 метров. Думаю, на этом я закругляюсь. Он комрад идет. Сейчас заеду к старику, дам ему вот этот Наполеончик, монетку вот эту свою. Я ему обещал, как найду Наполеон, дам тебе. Вот. И поедем. Так что подписываемся на канал. Оставляем свои комментарии, что к чему. Окей, всем удачи.